Первые 10 лет новейшей истории Татарстана после принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете пришлись на эпоху больших перемен. Развал Советского Союза и создание нового российского государства, практически полная перестройка общественного строя, масштабные кризисы. Но запас экономической прочности и стабильности, общественно-политическая ситуация позволили республике мягко войти в рынок, избежать краха предприятий и обвального падения уровня жизни людей. 21 век татарстанцы встречали с новыми надеждами и большими планами. В советскую эпоху только 2% промышленных предприятий находились в ведении республики. В новых политических реалиях Татарстан сумел максимально сохранить промышленный потенциал. В 2007 году в Татарстане была добыта 3-миллиардная тонна нефти. Нефтяная, нефтехимическая и химическая отрасли, машиностроение и энергетика создали мощный экономический базис республики. Развивалось сельское хозяйство. После того, как избрали Владимира Владимировича, не затягивая, он пригласил меня на первый разговор. Там министр финансов, председатель правительства, сказали, я дал слово, давайте приступаем к разработке на 5 лет план социально-экономического развития Татарстана. И все было выполнено. Сделано, подписано и было выполнено. Ну, такие моменты, они, как говорится... И она всех устраивала, потому что в договоре уже были основные вопросы решения по собственности. Кроме оборонных предприятий, мы же сказали, оборонные предприятия мы не претендуем. Остальная собственность уже, как говорится, была названа или оставалась за республикой. Программы газификации и ликвидации ветхого жилья стали первыми масштабными проектами, которые Татарстан проводил по своей инициативе на средства от развития собственной экономики. С 1995 по 2001 годы в республике было построено более 18 тысяч километров газопроводов. Голубой огонь пришел почти в 330 тысяч домохозяйств, а уровень газификации в республике приблизился к 100%. В 2004 году завершилась программа ликвидации ветхого жилья, на смену которой пришла программа социальной ипотеки. Удалось и ветхое жилье запускать. Люди же, я видел, со слезами на глазах, не веря, что это случилось, когда заселяли людей. Ну, это же 55 тысяч семей бесплатно по республике в целом. А Казани, значит, порядка 33 тысяч семей получили бесплатное жилье. Это надо было увидеть состояние этих людей. Не верят люди. Заходят, некоторые боятся. Это его квартира или не квартира. Это же надо самому видеть. В Российской Федерации стали говорить о модели Татарстана как примере для других регионов. В 2005-2006 годах по общему объему валовой продукции Татарстан стабильно входил в первую десятку регионов России и лидировал по этому показателю в Приволжском федеральном округе. Республика все активнее выстраивала межрегиональные и международные связи, в первую очередь экономические. Продолжилась консолидация татарской нации. Под эгидой Всемирного конгресса татар национально-культурные автономии появились практически во всех регионах Российской Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье. Новый творческий импульс получили культура и искусство. В интернете открылись порталы на татарском языке. Развивалось национальное образование, преподавание татарского языка в школах и детских садах. В 2002 году в эфир вышел первый спутниковый канал республики «Татарстан. Новый век» с вещанием на татарском и русском языках. Столица Татарстана давно стала одним из главных туристических центров страны. Принимает все больше российских и иностранных туристов.
Большие перемены гости смогли оценить в дни празднования тысячелетия Казани, летом 2005 года. Их встречали восстановленная мечеть Кул-Шариф, отреставрированный Благовещенский кафедральный собор, метрополитен, мост Миллениум. В 2005 году ЮНЕСКО утвердил тысячелетие Казани как юбилейную дату мирового значения. К этому событию в столице Татарстана были построены и отремонтированы ансамбль Казанского Кремля, ратуша, театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, мечеть Марджани, Казанский Богородицкий женский монастырь. Открылись парк тысячелетия Казани с памятником поэту Кулгали, Эрмитажный центр, Национальная художественная галерея «Хазине». Кульминацией торжеств стал саммит лидеров стран СНГ. На торжествах президент России Владимир Путин сказал: Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Новый 2010 год в Татарстане начался с политической сенсации. Сложивший полномочия первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев назвал имя человека, которому он готов доверить руководство республикой. Шаймиев выделил главное качество преемника, которое во многом определило его решение. Главное — любить свою родину и служить ее многонациональному народу. А такое понимание у Рустама Минниханова есть. 4 февраля 2010 года на заседании Госсовета Татарстана депутаты единогласно проголосовали за представленную кандидатуру Рустама Минниханова. 25 марта в Казани прошла торжественная церемония вступления в должность нового президента Татарстана. За что бы ни брался, у него получалось. И абсолютно, я считаю, может, это громкое слово из моих уст, но оправданное было решение и выбор. К счастью, он оправдал и оправдывает доверие нашего населения. Когда ты над этим или за это ты спокоен, что у тебя есть поддержка, это крылья вырастают, и она дает возможность смело работать. В своей первой программной речи Рустам Минниханов подтвердил, что общие ценности остаются незыблемыми. Это самостоятельность республики и цивилизованные федеративные отношения, поддержка языков и культур народов Татарстана, соблюдение межэтнического и межконфессионального согласия. Прежним остался и курс на социальную стабильность и устойчивое экономическое развитие, но вместе с тем президент определил и новую стратегическую линию. Только модернизация может гарантировать нам динамичное развитие и устойчивый рост благосостояния граждан. При этом модернизация должна охватывать не только экономику, но и государственное управление, образование, науку, внешние связи, обустройство городов и сел республики. Вызовы времени требуют перехода на инновационные методы управления. Основы стабильного политического и социально-экономического развития Республики Татарстан, которые были заложены в начале и первой половине 90-х годов, они дали большой толчок в последующем развитии Татарстана. И немалую роль в этом и сыграл институт президентства, который стабилизировал все-таки и политическую обстановку, и позволял проявлять волю в решении важных социальных задач и задач экономического развития республики. Спокойная передача власти, переход власти от первого президента Шаймиева к следующему президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову, которая произошла достаточно спокойно, мирно, без проблем, позволила как раз продолжить эту линию и перевести ее уже в современный формат. Сегодня на развитие экономики и улучшение жизни людей нацелена стратегия социально-экономического развития до 2030 года и около 50 республиканских программ.
Я продолжатель той стратегии, которая была в республике. Резкий крен там в ту или иную сторону нет такого. Поэтому Минниханов, он должен усовершенствовать, какие-то новые задачи найти для себя, для своей команды. Вот такую цель мы ставим. Что такое сегодня? Где точка роста? Значит, мы разработали стратегию 2030, привлекли экспертов. Сказать, что мы этих вещей не знали, наверное, неправда. Но они показали на узкие места, на что нам надо обратить внимание. Первое – это человеческий капитал. Это и детский сад, это и школа, это и наши вузы, это и наши инновационные центры, инжиниринговые центры. То есть люди решают все. Не имеющая аналогов в России программа ликвидации ветхого жилья в 90-х годах изменила облик Казани и других городов Татарстана. В небытие ушли трущобы, десятки тысяч семей наконец-то получили комфортабельные квартиры со всеми удобствами. Новые микрорайоны продолжают расти, и доступное жилье остается приоритетным направлением социальной политики. С 2010 года в Татарстане построено около 25 миллионов квадратных метров жилья. С 2005 года в республике действует программа социальной ипотеки с льготной ставкой кредита. За последние 10 лет счастливые новоселы получили благодаря этой программе более 74 тысяч квартир. В новое жилье въехали также ветераны, молодые многодетные семьи, дети-сироты. С 2008 года более 11 тысяч домов обновились после капитального ремонта. Строятся школы, детские сады, дороги, парки, вся та инфраструктура, которая делает жизнь людей комфортной. Главная неоспоримая ценность каждого человека – здоровье. В Татарстане завершена не имеющая аналогов в России республиканская программа по модернизации всех поликлиник. Начат новый 5-летний проект по ремонту больничных стационаров. Развернута сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжается диспансеризация населения. В медицинских центрах освоены высокотехнологичные операции. Как итог, средняя продолжительность жизни в республике увеличилась и составляет более 74 лет. По этому показателю Татарстан – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации. Мы говорим о качестве жизни. Качество жизни подразумевает очень много факторов, которые влияют на жизнь людей. Это и система образования, это и медицинское обслуживание, социальная защита, обеспеченность дорогами со всеми. Но мы же говорим, что Татарстан должен быть привлекательной территорией. Радикально преобразились городские общественные пространства – парки, набережные, бульвары и скверы. Успехи Татарстана в этой сфере отмечены престижной международной премией «Ага хан». Начата новая беспрецедентная программа «Наш двор», и это только часть приоритетов социального развития. Республика сохраняет и развивает традиции науки и образования, которые столетиями закладывали великие ученые и знаменитые педагоги. Легендарный Казанский федеральный университет вошел в топ-10 национального рейтинга университетов России, а в городе Иннополис с нуля создан IT-университет мирового уровня. Здесь готовят специалистов, которые приближают наше будущее с умными роботами и искусственным интеллектом. Хорошее образование начинается в школе. В учебных заведениях Татарстана произошли кардинальные перемены. Обновилась материальная база, внедряются современные методики преподавания. Школьные кабинеты оснащены мультимедийной техникой, появились электронные журналы. Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству студентов. Республика сохранила высокий научный потенциал и неизменно занимает высокие позиции в рейтинге инновационных регионов России. Современные технологии проникли во все сферы жизни. Без них невозможно развитие промышленности, энергетики, транспорта.
электронные услуги заметно упростили решение огромного числа вопросов. Локомотивом экономики республики по-прежнему являются нефтегазохимические и машиностроительные комплексы, где реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты. Это компания «Татнефть» с новым заводом «Танека» и шинным комплексом. Созданные с нуля мощности позволяют довести глубину переработки добытой нефти до 99% и производить высококачественные автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и другую востребованную продукцию. Важнейшей для республики является деятельность группы компаний «ТАИФ». Сегодня потенциал компании сосредоточен на масштабных проектах по модернизации нефтегазохимической отрасли, в частности, строительстве нового олефинового комплекса на Нижнекамск-нефтехимии, наращивание производства этилена и полимеров на Казань-Оргсинтезе. КАМАЗ – компания номер 1 на рынке грузовых автомобилей Российской Федерации и входит в топ-20 мировых производителей. Знаковые события к 50-летнему юбилею завода – это запуск нового производства каркасов кабин, а также вывод на рынок первой модели из линейки автомобилей поколения К5. На Казанском авиационном заводе производят самолеты стратегической и дальней авиации. Идет модернизация Казанского вертолетного завода, Зеленодольского завода имени Горького и производственного объединения «Завод имени Серго». Развивается средний и малый бизнес. Эффективно работает сеть из 90 промышленных площадок и промпарков, включая Камский индустриальный парк «Мастер» и Технополис «Химград». Успешно развиваются две особые экономические зоны Алабуга и Иннополис. Агропромышленный комплекс обеспечивает республику всеми основными продуктами питания и является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по валовой сельскохозяйственной продукции. Во всем мире растет интерес к Татарстану. Сегодня республика занимает лидирующие места в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Встречи на самом высшем уровне, визиты за рубеж татарстанских делегаций позволяют расширять международное сотрудничество. Особое место занимают деловые контакты с мусульманскими странами в рамках группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», а также форума «Казан-саммит». Республика Татарстан, наверное, один из наиболее активных субъектов Федерации в том, что касается участия в международных, внешнеэкономических связях регионов России. И у нас очень тесное взаимодействие. Республика, во-первых, сама очень активно продвигает свое присутствие за рубежом. Если я не ошибаюсь, в 15 странах уже есть представительства Республики Татарстан, которые работают в тесном контакте. В течение последних лет республика трижды становилась лауреатом первой премии в том, что касается создания максимально благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала. Татарстан давно стал очень значительной точкой на культурной карте России и мира. Здесь проходят международные театральные фестивали имени Шаляпина и Нуриева, форум тюркских народов «Наурус», международный фестиваль мусульманского кино, разнообразные выставки, гастроли звезд мировой величины. Свои филиалы в Казани открыли знаменитые петербургские «Русский музей» и «Эрмитаж». Фонд «Янарыш. Возрождение» под патронажем государственного советника Ментимира Шаймиева провел уникальные работы по восстановлению древних городов Болгар и Свияжск. Эти памятники, как и Казанский Кремль, внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое внимание уделяется сохранению татарского языка, культуры. Открыта Болгарская исламская академия. Всемирный конгресс татар развивает проекты по поддержке соотечественников. Начато создание полилингвальных образовательных комплексов. Вышел в эфир детский телеканал на татарском языке «Шаян ТВ». Толерантность, межнациональное и религиозное согласие, уважение к истории и сохранение традиций всех народов, живущих в Татарстане, не просто слова.
Ассамблея народов Татарстана объединяет 37 национально-культурных объединений. Татарский Сабантуй, русский Каравон, чувашский Уяв, марийский Семык, удмуртский Горонбеттон, мордовский Балтай, кряшинский Петрау и другие фольклорные праздники стали любимыми для всех народов, проживающих на территории республики. В Татарстане развиваются все традиционные религии. Казань давно стала спортивной столицей России, центром притяжения грандиозных событий и мероприятий международного масштаба. Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015, Кубок конфедерации в 2017 и, наконец, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Вот только самые главные спортивные события последних лет. Успешное проведение крупных международных мероприятий – это уже бренд Татарстан. В 2022 году Казань станет столицей мирового плавания и одним из городов-организаторов чемпионата мира по волейболу. А в 2025 году вновь пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. В 2019 году в Казани прошел чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Впервые за 60-летнюю историю движения Россия принимала столь масштабный международный проект. Чемпионат WorldSkills стал рекордным по количеству стран и представленных компетенций. Подготовка к этому состязанию и его проведение дали мощный импульс для развития всей системы подготовки молодых специалистов в России и Татарстане и новых стандартов мастерства. Культурные, спортивные, общественные события, местные достопримечательности привлекают в Казань и республику все больше туристов. В 2019 году Казань посетили более 3,5 миллионов человек. Неповторимое сочетание старины и современности, безопасность, вкусная национальная еда, уютные гостиницы, удобное транспортное сообщение и, главное, искреннее радушие жителей – вот что влечет в Татарстан все новых и новых гостей. Сегодня над Казанским Кремлем гордо реет флаг Татарстана. Его цвета воплощают все, что является главным для республики. Зеленый – это цвет весны и возрождения, белый – чистоты, красный – зрелость, энергия, сила, жизнь. Флаг Татарстана, герб и гимн сегодня хорошо известны в России и мире. На многочисленных официальных встречах, международных форумах, культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях государственные символы республики утверждают такие общечеловеческие, нравственные ценности, как добро, справедливость, благополучие граждан, дружбу между народами, мир и прогресс. Несомненным приоритетом нашей работы является выполнение национальных проектов. Мы приложим максимум усилий по исполнению всех мероприятий. В 2020 году на реализацию национальных проектов запланировано 26,4 миллиарда рублей. В рамках национальных проектов также реализуется 50 наших республиканских программ. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. И все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. И хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущий период работы и пожелать вам успехов на следующий период. Всегда в моем сердце.